В мирном митинге приняли участие молодые, многодетные, малоимущие семьи, а также семьи инвалидов войны. Митингующие обратились к правительству с просьбой помочь в решении их проблемы. Собравшиеся также хотят, чтобы в состав Государственной комиссии по рассмотрению заявлений по целевой программе «Жилище-2023» входил их представитель. Иахьа абрахь шәааира ҵакыс иамои? Иахьа абра сааира ҵакыс иамоуп убриоуп. Сара сҭаацәароуп, ақәашь сахьрымоу, нас сыԥшәмагь хәыҷык аибашьраҿы аумақәа ааимҵазаргьы џьабаақәа збаз уиуп. Аинвалид аҭакәажә даҳзышьҭоуп, иан дныжьны џьара аусура дцартә аположение ҳамаӡам, ахәыҷымазаҩ дсымоуп, ҷкәына заҵәык ҩыџьа аӡӷабцәа исымоуп. Арзаҳалала шәҵахьоума џьаракыр? Арзаҳал сара саб рыцҳа иԥсынҭаз убысҟан иалаиҵахьан, аха сахьынаҵаз сахьнеиз вообще ихьӡ џьаргьы ирбаӡам. Иабалаиҵеи арбан категориа шәызҵанакуа? Сара саб егьа аибашьра дуӡӡагьы ианцозгьы убысҟангьы далахон, ари аибашьрагь далахон, дагьбыргын, дырдыруеит Борис Хециаҳа. Между тем, на проблему обеспечения жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия обратили внимание еще в 2019 году. Тогда были запущены две целевые программы. Первая программа подразумевала финансирование в размере 10 миллионов рублей и была безвозмездной. Вторая «Жилище-2021» подразумевала финансирование в размере 30 миллионов рублей и была частично возвратной. По программе «Жилище-2021» в 2019 году было одобрено 42 заявления, а по невозвратной программе было одобрено 12 заявлений. В 2020 году данные программы не функционировали из-за пандемии. Хочется подметить, что из 42 заявителей только 4 добросовестно ежемесячно оплачивали на основании заключенных ранее соглашений. Но эта оплата тоже, в принципе, продлилась несколько месяцев. Ввиду того, что категории они были сложными, то есть социально незащищенными, наиболее нуждающимся, конечно, оплачивать им было тяжело. То есть с возвратами были определенные проблемы ввиду того, что не было у людей возможности. В 2021 году, ввиду того, что число заявлений наиболее незащищенных слоев населения на социальном возросло, было принято решение об объединении двух программ в одну и сделать данную программу невозвратной. И по указу президента, значит, в 2021 году была предоставлена в виде льготы полного освобождения от уплаты ранее одобренных заявлений. В 2021 году было рассмотрено 50 заявлений, в 2022 году 51 заявление одобрено. 83 заявления отказано. Причина, значит, отказа является либо наличие жилплощади, либо ранее заявителям была предоставлена жилплощадь. Получить статус участника государственной целевой программы «Жилище-2023» могут следующие категории граждан. Инвалиды Отечественной войны народа Абхазии, семьи погибших в Отечественной войне и при исполнении служебных обязанностей, многодетные семьи, имеющие 3 и более детей, лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства, дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести. В пункте «Многодетные семьи 3 и более» приоритет при рассмотрении отдается у кого 5 и более детей. То есть поэтапное рассмотрение по многодетным. Вот на сегодняшний день, значит, на 2023 год Кабинетом министров программа одобрена о продлении срока действия включительно до 2025 года. Финансирование в 2021 году составило 40 миллионов, в 2022 году аналогично 40 миллионов. Но было принято решение об увеличении финансирования данной программы на 2023 год в размере 60 миллионов. То есть общая сумма составляет 60 миллионов, соответственно, увеличилась на 20 миллионов. Стоит отметить, что программа не предполагает выплату средств на руки заявителю. После одобрения получатель находит подходящее жилье и составляется договор купли-продажи. Комиссия рассматривает заявление, принимает решение о выделении финансовой помощи. Размер финансовой помощи он прописан в программе. После чего, когда заявитель становится участником данной программы,
ему выдается выписка из протокола, то есть все заседание комиссии, оно ведется протоколом, выдается сертификат, где указана сумма, выделенная данному заявителю, после чего сам заявитель вправе на территории Республики Абхазия найти себе подходящую жилплощадь в рамках данной суммы, приобрести его, заключить договор купли-продажи с продавцом, после чего он обращается к нам в Министерство социального обеспечения. Мы все соответствующие документы направляем в Министерство финансов, где происходит оплата непосредственно продавцу жилплощади. То есть мы на руки деньги никому не выдаем. Данная программа очень важна, и к нам каждый день приходят люди, чтобы узнать более подробную информацию и подать документы на рассмотрение, говорит Ромео Черкезия. Конечно, люди нуждаются в жилплощади, они, обращаясь к государству, надеются, что вот они сегодня обратились, завтра им будет предоставлена жилплощадь, но, к сожалению, учитывая возможности финансовые нашего государства и учитывая то количество заявлений, которое у нас сегодня есть, естественно, это все так быстро не бывает, это тяжело. Конечно, необходимо ждать, и только набравшись терпения, можно дождаться результата и как бы уже приобрести определенную жилплощадь. По госпрограмме «Жилище-2022» было одобрено 51 заявление, в том числе и заявление семьи Беслана Киот. Беслан работает в строительной компании, вместе с супругой они воспитывают 3 сыновей. Один из мальчиков инвалид. Благодаря госпрограмме семья смогла приобрести собственную 3-комнатную квартиру. Сахне за документ, это хз перечень сыртом, я изгоны, я халастас, марбаказава, шупсык, нюцкала, аватах, сай, яхкопхоз, яхай, яхналоз, хвика, хочка, хара, сапшмасара, ну, иман шалаз, хватах, хвадак измаз, аватах, ахуар зухана, яхац храйт. А параша ашурты? Нызык, нызык, и нам тази, шапнагази, ширхазала, документ канал Ахцаневс, уя комиссия хасит, яхтар цайт, яхтахачко, яхтахамачко, ус аватахалхна ханхон, и уже хату атахаму да хайбургот и аханткар руководство табу парахот, хараги соцзащита, программа, я чувствую газ. Табу бидут зана, фуисма цараса узам ирачуингир хот, бас чкоб, ханткар зигизигрыз храраха, виза возможность ахо дара зибзиоб, хочела на зиги разных узруху маха, хочела юбар пиоб, ишезходсуа, таачачос яла на галац, рома ватах с мами ирачуини ямрахует. Также по госпрограмме были выделены средства на приобретение жилья для многодетной матери Рузаны Гочуа. Рузана не имеет постоянной работы, дети пока находятся у бывшего мужа. Ну, как только вот эта программа вышла, и сразу написала заявление. Можно сказать, самые первые, кто написали, это я. Сколько вы ждали и с какими проблемами вы столкнулись? Ну, проблем не было, просто вот не можем найти это жилье, за миллион очень тяжело найти. То есть, получается, сразу они откликнулись и Да. никаких проблем? Да, проблем не было. Ждали долго, но наконец-то выделили. Я очень благодарна им. Спасибо им за эту возможность, государство. Всем спасибо большое. Тимур Басария – отец 5 детей. Вот уже более 20 лет со своей семьей проживает в съемной квартире. Он инвалид детства 2 группы, нигде не работает. Благодаря программе в 2023 году семья сможет приобрести собственное жилье. Я семья погибшей. Мой отец погиб во время 92-93 годов нашей войны в Сухумском батальоне. Я сам инвалид детства, у меня 5 детей. Младший мой сын инвалид тоже, он сейчас лечится, у него лейкемия, то есть рак крови. За программу мы узнали в 2019 году, обратились, подали документы. И вот сейчас в 2022 году меня позвали, выделили сертификат на 1 миллион рублей.
И обещали, что до конца вот сейчас января 2023 года уже мне, то есть оплатят, и я уже могу взять жилье и перейти со своими детьми. Пока мы в съемной, но ждем, надеемся, сертификат уже дали, все нормально. Дай Бог, чтобы все также получили. Надеюсь, у кого дети, вы все получите, не переживайте. То есть это реально. Я получил сертификат. Правда, с собой не имею, я бы показал его. Но я правда получил, жду. То есть у вас никаких проблем с этим не было, да? Не было. Меня позвали. Я подписал, получил в руки и все просто ожидаю. И постоянно они со мной на связи, то есть все хорошо, все прекрасно. Государственная целевая программа «Жилище-2023» предполагает безвозмездную выдачу средств на приобретение жилья. На заявителя полагается 500 тысяч рублей и на каждого члена семьи еще по 100 тысяч, но не более 1 миллиона рублей на одну семью. При создании программы были учтены возможности государства и средняя ценовая категория жилья по стране. Лаура Капш, Амра Зарандия, Алексей Баструков, Рамо Камке, Абхазское телевидение.